Здравствуйте, в эфире программа «Социум». В студии работает Нурсултан Джакыбеков. И у нас в гостях Станислав Епифанцев, общественный деятель. Станислав, здравствуйте, добрый день. Добрый день. Во-первых, наверное, начнем с того, что у нас сегодня особенный повод с вами поговорить. И хотелось бы отметить лично от себя, что тема нашего разговора – это новый уровень кыргызско-российских отношений. Скажите, пожалуйста, в каких сферах после госвизита президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Кыргызстан у нас произойдут эти изменения именно в лучшую сторону? Я бы отметил, что, на мой взгляд, пожалуй, может быть один из самых важных визитов Владимира Владимировича к нам, хотя он довольно часто у нас бывает, в силу вот такого какого-то исторического момента, когда система международных отношений претерпевает сейчас определенные испытания. Наверное, сейчас тот момент, когда двухсторонние и многосторонние отношения будут иметь все большее значение. Вот именно поэтому, на мой взгляд, очень важен сегодняшний визит. Вот, и, безусловно, стоит говорить о том, что надеяться, что наши отношения выйдут действительно на какой-то новый уровень. И то, что предваряло визит форум ректоров вузов двух стран, говорит о том, что очень важное значение имеют гуманитарные отношения, развитие образовательного по себе сотрудничества. значимое событие. Да, безусловно, потому что интеграция — это в первую очередь люди, и отношения между людьми и в конечном итоге между народами. Да. Поэтому одним из самых важных факторов, наверное, евразийской интеграции стало то, что мы все люди как бы одного исторического пространства, одного менталитета, у нас очень много общих ценностей. Очень многое связывает. Очень многое связывает, и секрета, наверное, никакого нет, что многие кыргызстанцы надежды на лучшее, какие-то перемены, на развитие связывают именно с Россией. Мне бы хотелось поговорить про гуманитарное сотрудничество. Скажите, как оно изменится в ближайшее время? Хочется надеяться, что результатом от подобных встреч, и уже можно говорить и не в прямом смысле о встречах лидеров, а о тех группах, которые сопровождают эти встречи, участники тех форумов, которые предваряют эти встречи, вот эти, может быть, политические договоренности будут находить свое какое-то практическое решение. Сегодня, в целом можно говорить о каком-то кризисе систем образований на постсоветском пространстве. И все-таки важно, чтобы эти разрывы, которые так или иначе происходят, не расширялись, а в лучшем случае находили какие-то общие решения. Если говорить о вузовском сотрудничестве, вот интересно прозвучало комментарий ректора МГУ о том, что МГУ готова открыть здесь свой филиал у нас. Причем ректор подчеркнул, что в очередной раз готовы открыть свой филиал, но, к сожалению, до сих пор этого не случилось. Надеюсь, что, может быть, вот важность сегодняшнего этапа все-таки подтолкнет нас к тому, что политические задачи получат свое практическое решение, наполнение. Прекрасно. Теперь следующий вопрос – это непременно жизнь представителей нашей страны, то есть самые обычные граждане. Да? То есть скажите, пожалуйста, прокомментируйте, озвучите, пожалуйста, свое личное мнение, будучи общественным деятелем, оно у вас всегда есть, говорится, за словом лезть никуда не надо. Вопрос такой, скажите, пожалуйста, как живут россияне у нас в стране и с точности до, наоборот, кыргызстанцы в России? Очень интересная тема, и я бы подчеркнул, что у России чуть ранее, у Кыргызстана особенно активно последний год развивается официальная политика в отношении своих соотечественников за рубежом. С учетом нашей общей истории очень сложно порой делить людей на своих, не на своих, граждан других стран. У нас проживают люди разных национальностей, для которых, может быть, исторической родиной является Российская Федерация. На сегодня в России проживает очень много кыргызстанцев, многие из них уже стали гражданами России. И здорово, что сейчас идет обсуждение инициатив о расширении понятия соотечественников. До сих пор Кыргызстан официально считал своими соотечественниками людей с кыргызским гражданством, но временно проживающих за рубежом. Сейчас предлагается расширить это понимание до людей, в принципе, выходцев из Кыргызстана, независимо от сегодняшнего их гражданства. Я думаю, что это очень важный шаг. Это в целом огромный большой потенциал. Даже можно просто лишний раз напомнить о вкладе наших трудовых мигрантов в экономику страны. Мы достигли рекордного уровня в 35% ВВП.
Это гигантские цифры. Это гигантские цифры. Ни один проект, даже там, такого уровня, как Комтор, не сопоставим по вкладу в экономику страны с нашими трудовыми мигрантами, простыми людьми, людьми, которые, может быть, там, многим жертвуют для того, чтобы заработать на жизнь себе и своим близким. Вот. И у Российской Федерации уже более продолжительный опыт работы со своими соотечественниками за рубежом. И здесь в том числе и Кыргызстан изучает этот опыт. Это тоже по разным оценкам экспертов до 30 миллионов человек, кого Россия в принципе может считать своими соотечественниками за рубежом. Согласитесь, огромные цифры, огромный потенциал. И есть примеры того, ну, например, Турция наш там региональный сосед, тюркоязычный сосед. И история ее возрождения была связана именно с трудовыми мигрантами. Еще не так давно, это было в прошлом веке. Поэтому при правильной политике, правильных подходах вот этот человеческий ресурс, он вполне конвертируется в успех страны. И вот возникает теперь такой вопрос. Скажите, вот уровень наших граждан в России и, собственно, с точностью наоборот, можно ли улучшить это условия жизни? И вот, например, миграционные послабления, да, которые были совершены буквально вот недавно, перед визитом Владимира Владимировича к нам в Кыргызстан. Как это повлияет в целом на отношения? Это, конечно, понятно, что хорошо. А вот, например, в России, граждане России, как это восприняли? Я не так давно комментировал в том числе эту инициативу, вспоминая, как многие там коллеги из разных стран говорили о том, что в современном мире нужно быть кыргызом. Им все помогают, у них сплошные преференции, Россия всегда идет навстречу. Это действительно так, и здесь стоит сказать спасибо Российской Федерации за эту постоянную поддержку. Я уверен, что и в будущем мы можем опираться на поддержку России. Но с другой стороны, на мой взгляд, это должно быть определенной ответственностью. Причем с нашей стороны. Да, определенной ответственностью, то есть какие-то возможности, их нельзя разделять от ответственности. Поэтому вот работу и общественных организаций, и государственных структур, которые вот на сегодняшний день будут заниматься реализацией политики в отношении своих соотечественников за рубежом, конечно же, нужно пристальное внимание. И наши диаспоры за рубежом, для них огромное поле для работы на местах уже в России. Наши соотечественники, став уже российскими гражданами, занимают и активную позицию, и участвуют и в политике. Я думаю, что недалек тот день, когда кто-нибудь из наших соотечественников станет и депутатами Государственной Думы. Поэтому от того, как мы находим язык с нашими друзьями, от того, как идет развитие отношений человека к человеку, в конечном итоге во многом часто бывает зависит и государственные отношения. Ну что ж, большое спасибо. К сожалению, наше время ограничено. У нас в гостях был Станислав Епифанцев, общественный деятель.